Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Абхазии отметили День защитника Отечества. У памятника неизвестному солдату в Сухуме состоялась церемония возложения цветов. В Гагрском районе прошли масштабные учения с ротой огневой подготовки 7-й Гагрской стрелковой бригады. Изменения в закон о международных договорах Республики Абхазия рассмотрели в парламентском комитете. Есть такая профессия – Родину защищать. Во многих странах постсоветского пространства до 3 февраля отмечают День защитника Отечества. Президент Абхазии Аслан Бжаня поздравил ветеранов и граждан республики с праздником. Этот день является символом несгибаемой воли, мужества и героизма наших предков, которые отстаивали свободу и независимость нашей Родины. Именно благодаря их самоотверженности Абхазия стоит непоколебимо, сохраняя свой суверенитет и культурные традиции, говорится в поздравлении главы государства. Президент также отметил, что в этот день принято вспоминать подвиги героев, которые с честью защищали нашу землю в самые тяжелые периоды истории. Их отвага и героизм вдохновляют и напоминают, что любовь к Отечеству и готовность защищать его интересы – основа национальной идентичности Абхазии. Аслан Бжаня пожелал всему защитникам Отечества, ветеранам и гражданам нашей страны крепкого здоровья, благополучия и стойкости духа. Спикер парламента Лаша Ашуба от имени Народного собрания Абхазии поздравил с Днем защитника Отечества сенаторов Российской Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального собрания. Этот праздник объединяет наши народы и традициями, завещанными нами воинами Великой Отечественной войны, всеми защитниками Отечества минувших лет и теми, кто сегодня в условиях специальной военной операции отстаивает идеалы мира, справедливости, взаимопомощи и братства, говорится в поздравлении. Также спикер поздравил чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Абхазия Михаила Шургалина, коллектив посольства и командира интернациональной бригады «Пятнашка» полковника Ахру Авицпа. В Сухуме у памятника неизвестному солдату прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Репортаж Ульяны Рожковой. День защитника Отечества – особая дата, когда почитается воинская слава, отдается честь и память мужчинам и женщинам, которые участвовали в защите Родины. И неважно, в какое время это было, в какую эпоху и битвах. Это память о тех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой каждого из нас. 23 февраля – символ мужества и героизма. Традиционно память героев почтили, возложив цветы памятнику неизвестному солдату. Случилось так, что и в наше время молодым людям пришлось встать на защиту Родины. В зоне СВО отважно сражаются герои. Сегодня для всех, для нас памятная дата – День защитника Отечества. Те, кто постарше, помнят этот день как День Советской Армии. День, когда мы были в едином государстве. День, когда наши отцы и деды воевали на фронтах Отечественной войны. Сегодня мы также чтим память тех, кто воевал в годы Отечественной войны народа Абхазии. Мы отмечаем и связь времен. Сейчас, когда на Донбассе идет специальная военная операция, плечом к плечу, как и раньше, с россиянами вместе находятся и абхазы. Мы отдаем дань памяти павшим, но мы одновременно воздаем дань ныне живущим и желаем им здоровья. Особо мы хотим отметить доблестных героев, которые сейчас, как я уже сказал, принимают участие в специальной военной операции, и желаем им скорой победы.
Важно помнить и чтить память тех, кто отдал жизнь за свободу и мирное небо над головой, передавать память новому поколению. Ежегодно Координационный союз организации русских соотечественников проводит мероприятия, и каждый раз с особенным трепетом. Мы сегодня организовали вот это праздничное торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Очень важно не только вспоминать о тех, кто защищал, о тех, кто сложил голову, но и передавать это молодежи, потому что без передачи традиции она всегда сжимается. От лица министра обороны Абхазии с Днем защитника Отечества поздравил Давид Бжания. От лица министра обороны генерал-полковника Анну Владимира Ивановича и от всего личного состава Министерства обороны поздравляю ветеранов, достойных ветеранов, а также всех действующих военнослужащих с Днем защитника Отечества. Желаю крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия. Праздник День защитника Отечества имеет длительную историю. В качестве некоего предшественника праздника считают День георгиевских кавалеров, которые праздновали с момента учреждения ордена в 1769 году. Но 23 февраля был учрежден как День Красной Армии в 1919 году. Повышенное внимание к дате 23 февраля отмечено уже в годы Великой Отечественной войны. Новое наименование День Советской Армии и Военно-морского флота праздник получил в 1946 году, и дата 23 февраля стала приобретать все большее значение. Именно в этот день чествовали защитников Родины, а также поздравляли молодое поколение мужчин, которые в будущем должны вступить в ряды вооруженных сил. С распадом СССР праздник сохранил свое существование и не утратил своего значения. Сегодня, 23 февраля, отмечают во многих странах постсоветского пространства. Ульяна Рожкова, Заур Кварчия, Абхазское телевидение. За заслуги перед Отечеством, активную общественно-политическую деятельность Григорий Иеник награжден орденом Ахтябшам 3-й степени. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня. Еще одним указом президента за заслуги перед Отечеством в период Отечественной войны народа Абхазии, активное участие в общественно-политической жизни Абхазии Мухаммед Блей награжден орденом Ахтябшам 3-й степени. Согласно плану, подписанному президентом Абхазии и приказом министра обороны, с 20 по 22 февраля в Гагарском районе прошли масштабные учения с ротой огневой подготовки 7-й Гагарской стрелковой бригады. На учениях побывала Сария Кварцхели. В первый день учений резервисты 7-й Гагарской стрелковой бригады прошли теоретический инструктаж в Гагарском военкомате, а уже 22 февраля отработали практическую часть. Терпкий запах пороха, грохот орудий, боевой настрой. Так на полигоне в селе Ачмарда проходят плановые учения с резервистами. Бойцы изучают методику и приемы стрельбы. Они вспоминают все, чему обучались ранее, доводя движение до автоматизма. И все это под руководством военнослужащих с большим боевым опытом. В первую очередь бойцы занялись пристрелкой полученного оружия, после чего перешли к стрельбам на точность и скорость. Мишени располагались на различной дальности, а на местах использовали несколько видов оружия, такие как снайперская винтовка, АГС, гранатомет со станком, СПГ, танковый противотанковый гранатомет и различные виды автоматов. Главная цель учений – совершенствование полевой выучки бойцов, а также воспитание морально-боевых качеств и физической выносливости. Я считаю, это правильно, то, что решили подготовить молодежь изначально, вот с мелочей, как что делать, подготовка, с оружием пользоваться. Многие даже не знают, просто теория, вот практика какая-то. Считаю, что не дай бог, что произойдет, хоть кто-то чем-то будет подготовлен, будут знать, кого направить, там, снайпера, пулеметчики, гранатомет и так далее. Молодцы большие, и хочется, чтобы молодежь тянулась, сама сюда шла, не то, что повестками их присылали, а сами шли. Начальник штаба 7-й стрелковой Гагарской резервной бригады Руслан Барцец отметил, что подобные учения являются комплексными мероприятиями боевой подготовки и проводятся с целью повышения мобилизационной готовности. Следующий месяц у нас будет учение проходить со связистами, но это уже без боевой стрельбы. То есть сегодняшние учения, которые у нас здесь проходят, такие же аналогичные учения проходят в Гудаутском районе, в Сухумах, на полигоне Цабал и в Ачамчирах также проходят со всеми бригадами одновременно.
У нас здесь представители с Министерства обороны. В дальнейшем, в апреле месяце, будут широкомасштабные учения. Правда, это будет в Ачамчирском районе проходить. По оценке представителей Минобороны Абхазии, в условиях максимально приближенных к боевым, резервисты 7-й стрелковой базы показали слаженность действий и морально-психологическую устойчивость. Сария Кварцхеля, Тимур Кови, Абхазское телевидение. На очередном заседании Госкомиссии по мероприятиям к 75-летию второго президента Абхазии Сергея Багапш, которое прошло под председательством вице-президента Бадры Гунба, утвержден перечень государственных мероприятий. Основные из них пройдут 4 марта. Состоится церемония возложения цветов к мемориалам первого президента Абхазии Владислава Арзенба и второго президента Сергея Багапш, фотовыставки, посвященные жизни и деятельности Багапша, и торжественное заседание в Абхазском драмтеатре. Вопросы взаимодействия Черноморэнерго и Ингургэс по стабилизации энергоснабжения республики и перспективные планы работы обсудил премьер-министр Александр Ангваб с вице-премьерами Джансу Хамнанба и Владимиром Делба, руководством Черноморэнерго и гидроэлектростанции. По прогнозам директора Ингургэс Ливана Мибони, стабилизировать снабжение электричеством удастся к концу марта, началу апреля. Вместе с тем, как считает руководство Ингургэс, уже сейчас необходимо спланировать меры, рассчитанные на покрытие дефицита электроэнергии в следующий осенне-зимний период. По мнению энергетиков, ситуацию способно изменить системное внедрение приборов учета потребления электричества наряду с перспективным планированием альтернативных источников генерации энергии. Премьер-министр выразил благодарность руководителю Ингургэс за предпринимаемые усилия и предложил совместно с Минэнерготранспортом Республики и Черноморэнерго отработать предложения по долгосрочному решению проблемы. Вопросы уплаты за потребленную электроэнергию обсуждались на совещании в мэрии Сухума. Речь шла об усилении работы контролеров и выработке мер по улучшению ситуации с собираемостью платежей. На совещание в столичную мэрию пригласили контролеров, тех, кто непосредственно общается с населением, абонентами городских электросетей. Обозначив тему совещания как усиление мер по сбору денег за потребленную электроэнергию, глава администрации Беслан Эшбе спросил, чем могут помочь власти в улучшении ситуации. Хотел попросить, Джамбулат, как у нас обстановка на сегодняшний день, каковы платежи за январь месяц. В процентном соотношении мне известно, они приблизительно 16%, это очень низкий показатель. За прошлый год какой показатель мне тоже известен, там без малого 41%. Есть ли какие-то с вашей стороны предпринятые новые меры с начала года, да, с учетом поднятия тарифа и так далее? Я все понимаю, что платить сложно, вот, тарифы высокие, поэтому чем можем усилить работу контролеров, которые здесь присутствуют, ну и систему контроля и учета. Начальник отдела энергосбыта Джамбулат Ашба рассказал о показателях платежей с начала года. На сегодняшний день за февраль собрано 22 миллиона 113 тысяч рублей. По его информации, за 2022-2023 годы установлено 15 тысяч приборов учета, а с начала нового года около 1000. Мэр столицы поинтересовался, какова собираемость среди абонентов, у которых установлены приборы учета, и с чем сталкиваются контролеры при работе в поле. Практика установки счетчиков отключения дается себе знать, там чуть лучше платят, особенно эти районы, где мы установили новый прибор учета, это улица Эшба, улица со всеми своими переулками, станционная, Маяк, Батумская, Комсомольская, там получше получилось. И нагрузки гораздо очень сильно спали нагрузки по вот этим районам, где поставили счетчики, выходов из строя трансформаторов нет. Что касается индивидуальных предпринимателей и организаций предприятий, там картина лучше, конечно, гораздо. Что касается бюджетными организациями, в этом месяце казначейство уже начало зачислять платежи за потребленную электроэнергию. Начальник отдела энергосбыта напомнил, что была хорошая практика, к которой следовало бы вернуться, чтобы руководители организации требовали у своих работников справку об отсутствии задолженности за электричество. Беслан Эшбе отметил, что электричество – это товар, за который надо платить. Электричество – это такой же товар, как мы платим за
же продукты питания, за тот же бензин, за тот же телефон, в конце концов. Понимаете, понятно, что да, цены растут, но это неадекватная цена, она была очень много лет. Огромные деньги вкладываются в установку приборов учета, огромные деньги, но если они не дают эффект дистанционного отключения на тот момент, пока не заплатили денег, да, когда время прошло, тогда какой смысл вообще? Эта же цель ставится для чего? Для того, чтобы можно было адресно отключать. Контролеры рассказали, что часть абонентов аргументирует неоплату низким уровнем электроэнергии в сети и тем, что при многократных отключениях перегорела бытовая техника. Еще один контролер озвучила факты, с которыми сталкивается в работе, что больше всего не платят те, кто имеет возможности. Есть люди, которые миллионеры, они не платят, а многодетные больше платят, чем они. Вы сказали, миллионеры есть, кто не платит. Пожалуйста, вот сейчас вы выйдете отсюда совещание, прям вот там напишите мне список тех, я на абсолютно серьезном уровне вам говорю, садитесь и пишите мне список тех, кого вы считаете, что у них есть возможность, и они не платят. И Бесланыш сам с этим разберется. По словам мэра, протестные настроения неплательщиков ни к чему не приведут. Услуги, которые оказываются, следует оплачивать. А отрасль сможет развиваться, в том числе за счет платежей населения. Нам надо самим, мы же говорим о нашем суверенитете, о нашей государственности и так далее. Свои услуги надо оплачивать самим. И пока мы с Хумского управления, я только за город имею право говорить, да, не найдем деньги для того, чтобы они могли отремонтировать сети, не 116 будет, а будет гораздо меньше и хуже. И чем больше люди будут вот такие протестные настроения иметь по неоплате, тем ситуация будет ухудшаться. Результаты вашей работы нас не устраивают, прямо сказал мэр контролерам. Беслан Эшба озадачил присутствующих на совещании выработать определенные меры, которые увеличили бы собираемость оплаты за электроэнергию. Ответить на вопрос, чем может помочь администрация столицы, чтобы усилить работу контролеров, с тем, чтобы до конца марта приступить к реализации конкретных шагов. Мэр также поручил контролерам в течение марта предоставить список, на их взгляд, малоимущих абонентов. Все-таки мы от вас ждем эту информацию. Подготовьте, вот на ваш взгляд, вот вы пришли домой, видите, состояние семьи тяжелое. Оно не проходит. Если вы нам дадите, мы у себя проверим, скажем спасибо, да, они у нас тоже состоят, мы их обязательно учтем. В соответствующем отделе столичной администрации есть свой список, но если контролеры на местах при обходе абонентов обнаруживают такие семьи, то и их данные внесут в общие списки. Амра Амичб, Алексей Агухава, пресс-служба администрации города Сухум. Законопроект о международных договорах Республики Абхазия рассмотрели в Комитете по международным межпарламентским связям и связи с соотечественниками. Заседание прошло с участием представителей президента республики в парламенте. Асида Маля расскажет подробности. Закон о международных договорах регулирует правовой процесс межгосударственных и межведомственных соглашений. Вносимые изменения в этот закон касаются пункта 3 статей 5 и 7, согласно которой межгосударственные и межведомственные соглашения не могут устанавливать иные правила, чем предусмотренные законом, а также согласно проекту закона о предстоящих межгосударственных, межправительственных и межведомственных договорах Кабинет министров обязуется заблаговременно уведомить парламент. Согласно предлагаемым поправкам, президент Республики Абхазия обеспечивает предоставление Народному собранию парламенту Республики Абхазия проектов международных договоров, заключаемых от имени Республики Абхазия, не позднее, чем за 10 дней до принятия решения об их подписании. Кабинет министров Республики Абхазия предоставляет Народному собранию парламенту Республики Абхазия проекты международных договоров, заключаемых от имени Кабинета министров Республики Абхазия, не позднее, чем за 10 дней до принятия решения об их подписании. Министерство иностранных дел Республики Абхазия предоставляет Народному собранию парламенту Республики Абхазия проекты международных договоров межведомственного характера не позднее, чем за 10 дней до принятия решения об их подписании. Международные договоры, указанные в частях 1, 2 и 3 настоящей статьи, не могут быть подписаны до предоставления их в Народное собрание парламента Республики Абхазия в установленные сроки. Депутат Алхас Берциц пояснил, что действующая редакция предусматривает условия, при которых о межгосударственных и межведомственных соглашениях Кабинет министров не уведомляет, за исключением МИД республики. По действующему закону о международных договорах, значит, у нас Министерство иностранных дел информирует Народное собрание
от имени Кабинета министров, о заключенных договорах от имени Кабинета министров. Это все происходило по такой процедуре, когда Народное собрание запрашивает, то есть отправляет запрос на заключенные соглашения, договоры на имя Министерства иностранных дел. Мы сегодня же приходим к тому, что есть необходимость в том, чтобы информирование происходило непосредственно не только от Министерства иностранных дел, но также, значит, от президента, что президент обеспечивал это информирование, Кабинет министров обеспечивал данное информирование и Министерство иностранных дел. Ну и также у нас дополнительно появляется, чтобы межведомственные соглашения, которые будут определены к принятию, к подписанию, чтобы они тоже заблаговременно поступали в Народное собрание для ознакомления. Министр юстиции Андрей Барцец предложил внести технические изменения, а полномочный представитель президента в парламенте Батал Айба предложил не устанавливать 10-дневный срок, поскольку период ратификации соглашения может сдвигаться по объективным причинам. Может быть, как-то не утверждать, допустим, 10-дневный срок, потому что тут плавающие даты. Фактически вот у нас что получается, что есть соглашение, есть намерение соглашения, да, соглашение, проект, допустим, с абхазской стороны в Россию поступило. Мы знаем, что годами многие вещи не ратифицировались, и также с российской стороны получается. Спикер парламента уточнил, что предложенные поправки в большей степени нацелены на то, что соглашения на этапе проектирования обсуждались бы в парламенте, и подчеркнул, что подобный подход не должен рассматриваться как вмешательство со стороны парламентариев в дела исполнительной власти. Поправки в закон о международных договорах Республики Абхазия, они связаны прежде всего с тем, чтобы на этапе проектирования тех или иных соглашений эти соглашения обсуждались и по поводу них парламент информировался. Я считаю, что это чрезвычайно важно. С учетом реалий сегодняшнего дня, различных возникающих ситуаций, я думаю, что целесообразно принять поправки соответствующие. Закон это ни в коем мере не должно расцениваться как вмешательство в дела исполнительной власти, но так, что называется, будет надежнее, и восприятие со стороны общества и со стороны граждан будет лучше. Я думаю, что многие вопросы на этапе обсуждения внутри парламента мы сможем снять. После детального обсуждения и предложения для внесения технических изменений, обсуждения сроков уведомления парламента о готовящихся межгосударственных или межведомственных соглашениях за внесение в повестку следующего заседания сессии парламента проголосовали единогласно. Законопроект о международных договорах Республики Абхазия ранее был рассмотрен в первом чтении. Асида Малия, Тимур Гулохи, Абхазское телевидение. Пресс-служба МИД Абхазии сделала заявление по поводу сообщения отдельных граждан об инцидентах на абхазо-российской государственной границе. Для установления фактов, обстоятельств, причин возникновения указанных инцидентов, принятия мер реагирования в рамках своей компетенции Министерство иностранных дел должно обладать детальной информацией для ее дальнейшего направления в МИД России, говорится в заявлении. МИД Абхазии обращает внимание на то, что информации по инцидентам в министерство не поступало до сих пор. Отмечается, что информационные вбросы о якобы причастности МИД к передаче неких списков в российской стороне не соответствуют действительности и являются неудачной попыткой манипуляции общественным мнением. В заявлении подчеркивается, что Министерство иностранных дел будет способствовать решению вопросов в пределах своей компетенции. 39 аппаратов для майнинга изъяли в Сухуме сотрудники ГТК Абхазии совместно с сотрудниками СГБ и Госстандарта. Майнинговая ферма располагалась в Сухуме, в техническом помещении на складской территории по улице Адыгейская. По установленной информации, аппараты принадлежат гражданину России. Суммарно они потребляют мощностью электроэнергии, равную 117 киловатт-часов. Оборудование для майнинга изъято и вместе с материалами по делу передано в отдел дознания и таможенных расследований ГТК. Еще одна ферма по добыче криптовалют выявлена сотрудниками МВД в городе Сухум по улице Званба. Подробности в следующем материале.
При проведении профилактических мероприятий с целью выявления и пресечения незаконной деятельности по добыче криптовалюты в городе Сухум сотрудниками отдела участковых уполномоченных милиции общественной безопасности столичного управления внутренних дел в ходе проверки подвального помещения многоквартирного дома номер 51 по улице Званба обнаружена действующая майнинг-ферма. 14 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие Барабаш Максиму Игоревичу, проживающему по настоящему адресу, были отключены от энергосети и демонтированы. Также были изъяты применяемые в криптодобыче блоки различных моделей в количестве 20 единиц. Оборудование помещено на склад госстандарта Абхазии. Незаконно хранимое наркотическое средство изъято у жителя города Чамчира. Возбуждено уголовное дело. Детали в оперативной съемке МВД. Незаконное приобретение и хранение наркотического средства марихуана без цели сбыта вменяется жителю города Чамчира Булискире Роману Витальевичу, 1982 года рождения. Гражданин выдал хранимое при себе вещество собственноручно при личном досмотре, будучи задержанным сотрудниками уголовного розыска отдела внутренних дел по Галскому району на посту ГАИ «Канал» в ходе реализации оперативной информации. Также установлен факт употребления последним наркотического средства метадон и марихуана в результате прохождения обязательной процедуры медицинского освидетельствования. В отношении Романа Булискирия по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 223 Уголовного кодекса Республики, возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственная группа Галского РОВД. На период проведения предварительного следствия последний отпущен под личное поручительство. Министерство культуры Южной Осетии перечислило Национальной картинной галерее Абхазии 145 тысяч рублей. Выделенные средства зачислены на спецсчет Минкультуры Абхазии. В Рио министра культуры Динара Смыр поблагодарила министра культуры Южной Осетии Раду Дзагоеву и творческую интеллигенцию за проявленную инициативу и поддержку братского народа. Полигон твердых бытовых отходов в селе Кацикыт Гулрыбского района готовится к запуску. Здесь идут последние пусконаладочные работы. На место выехала наша съемочная группа. Репортаж Лауры Капш. Вопрос утилизации твердых бытовых отходов является проблемой глобального масштаба, и Абхазия в этом вопросе ничем не отличается. Утилизация ТБО у нас происходит традиционным способом, без применения каких-либо особых технологий. Однако совсем скоро ожидается запуск нового мусорного полигона, который вы видите у меня за спиной. Это станет первым полигоном с системой сортировки мусора в стране. Мусорный полигон расположен в селе Кацикыт Гулрыбского района. Сюда будут вывозиться бытовые отходы из Сухума, Гулрыбши и Гулрыбского района. Вначале машина с мусором будет проходить зону дисбарьера, то есть дезинфекцию. После попадает на весовую, соответственно, где все взвешивается и отправляется на площадку, куда сбрасывается мусор. Вот так, через несколько этапов мусор попадает на сортировочную ленту, где 12 рабочих будут отбирать нужную фракцию. Пластик, стекло, алюминий, полиэтилен и так далее. Все это затем отправится в пресс-машину. Спрессованные блоки будут отправляться на переработку в Россию, отметил заместитель подрядной организации РЭС Борис Осия. Все другие органические отходы будут закапываться в котлован. Сама площадь котлована 24 тысячи квадратных метров. Также на территории полигона построен высокотехнологичный комплекс автоматизированных очистных сооружений, позволяющий очищать вырабатывающийся на полигоне фильтрат до рыбохозяйственных значений. На приобретение оборудования было выделено 30 миллионов рублей, а сметная стоимость проекта 136 миллионов. Работы по строительству полигона были начаты в 2021 году. Запуск объекта планируется в начале марта. Заказчиком является УКС. Лаура Капшин, Алгвинджа, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, на выходные дни 24 и 25 апреля на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 3,8, днем плюс 9,14. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.